22 июня – одна из самых памятных и кровавых дат в истории страны и мира. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Ценой победы в ней стали десятки миллионов погибших среди военного и мирного населения Советского Союза. В этот день, в 1941 году, в 4 утра без объявления войны фашистские захватчики вторглись в Советский Союз. Свое наступление агрессоры начали по всей западной границе – от Черного до Балтийского моря. Беда сплотила все народы Большого Советского Союза. На фронт защищать родину отправились миллионы граждан по всей стране. Из Ингушетии, по различным данным, на фронт отправились более 21 тысячи человек. Памятным сражением для республики, безусловно, стала Малгобекская оборонительная операция. Малгобекская операция стала поворотным событием в битве за Кавказ. В результате ожесточенных боев город 14 раз переходил из рук в руки. В итоге враг отступил, а 8 октября 2007 года указом президента России Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы». По значению, по своему месту и роли в истории не только битвы за Кавказ, но и всей войны, события, развернувшиеся в 1942-1943 году на Ингушской земле, в частности в районе Малгобека, они, безусловно, имели значение именно стратегическое. 442 дня длилась битва за Кавказ. Это сражение по значимости, по мнению ингушских историков, можно поставить в один ряд со Сталинградской и битвой за Москву. Причина такого сильного интереса врага – залежи нефти Грозного и Баку, которая на тот момент была лучшей в стране. На пути врага находился город нефтяников Малгобек. Кратчайший путь для прорыва грозненской нефти и затем для выхода в Закавказье к бакинским нефтяным месторождениям лежал именно через Малгобек, через Алханчурскую долину, далее на Грозный и далее по Восточному Кавказу и Дербентскому проходу к бакинским нефтяным месторождениям. В тот момент единственному такому крупному нефтяному району, которым располагал Советский Союз. В битве за Малгобек, по различным данным, погибли до 120 тысяч солдат и офицеров. Их останки находят по сей день. Все это благодаря работе поисковых отрядов в Ингушетии. Чтобы из архивных данных напротив имен каждого бойца была зачеркнута строчка «Пропал без вести». Поисковый отряд «Курган» из Нижнего Новгорода работает совместно с поисковым отрядом «Малгобек» с 2017 года. Нами проведено уже 8 полевых экспедиций, найдено останки более 80 солдат и командиров Красной Армии. Вот в этом году, наверное, нам повезло больше всего. В этом году за весеннюю вахту памяти были найдены останки 43 солдат и командиров Красной Армии. В стенах НИИ проходит еще одно памятное событие. Сегодня на конференции презентация книги памяти Тамары Яндиевой. В ней более 13 тысяч имен и фамилий уроженцев Ингушетии, участников Великой Отечественной войны. Это памятник, посвященный подвигу людей, призванных на фронт защищать свою родину. Долгие годы, что тема участия ингушей в Великой Отечественной войне, что Малгобекская оборонительная операция были преданы забвению эти темы. И об этом не было принято говорить вообще. И вот когда появилась такая возможность, это вот 90-е годы, когда у нас появилось, то есть демократическое преобразование, появилась возможность работать в архивах, говорить открыто и прямо о том, что ингуши воевали, ингуши участвовали во всех великих сражениях в Великой Отечественной войне. То есть мы, заимев эту возможность, мы вплотную начали изучать эту проблему и эту тему, интересоваться этой темой. И действительно, тема оказалась очень интересная. И вот как она появилась, эта возможность, вы знаете, вот вдохновение, наверное, приходит во время работы. И вот когда я начала заниматься этой проблемой, я поняла, что из года в год
цифра участия ингушей и вообще уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне, она все время разнилась. Книга памяти Тамары Яндиевой должна выйти в 2 томах. С начала работы и до издания первого ушло более 20 лет. За это время автор перечитала тысячи страниц архивных данных. Эту работу трудно переоценить. Более 13 тысяч защитников Родины, о которых помнят. Среди них есть и один из защитников Бреста Осман Халухаев. В первые дни атаки немецких войск он возглавил один из отрядов 125-го стрелкового полка. Его отряд отразил первую атаку вражеской пехоты, а дальше удерживал занятые позиции и не давал врагу пройти дальше. Мало того, группе Халухаева даже удалось выйти из тройного вражеского кольца. Далее 11 бойцов более месяца скрывались от фашистов в лесах и болотах, но в конечном итоге отряд был настигнут врагом, и только 3 из них выжили. В их числе был и наш земляк. После Осман попал в плен и 4 года до окончания войны находился в концлагерях. Его имя также хранится на страницах книги памяти. Позвольте мне от имени руководства республики, от имени администрации Республики Ингушетия поблагодарить всех и историков, научных работников научно-исследовательского института, вас, Тамара Матвеевна, за презентацию этой книги, наших музейных работников, наших поисковиков. Мы с вами дружим много лет, и, наверное, ближе, нас к вам никого нет, пусть никто не обидится, потому что мы знаем, какие сложные вопросы вы решаете. Делриас Халшон, спасибо вам, уважаемые гости, я вас вижу не впервые, мы с вами не один раз встречались в Малгобеке. Тема Великой Отечественной войны, она объединила все народы нашей большой страны и стран сопротивления, поэтому спасибо всем, кто сегодня помогает нам сохранить память о тех сложных, трагических, страшных днях Великой Отечественной войны и событий 2004 года. Фамилия, имя, отчество, год рождения и призыва на фронт – это минимальный объем данных, который нужен для занесения защитников Родины из Ингушетии в книгу памяти. Ее источниками стали Центральный архив Министерства обороны России, Музей краеведения, Военкомата Республики, а также Госархив Ингушетии. В ее основу легли и воспоминания ветеранов войны. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов. Новости 24.